Первые зрители начали собираться задолго до начала концерта. Организованные группы преподавателей и воспитанников музыкальных школ и школ искусств пришли одними из первых. Для них концерт важен прежде всего с профессиональной точки зрения. Ведь Даниэль Лозакович играет на одной из лучших скрипок в мире – Страдивари, ей почти 300 лет. Мы ждем, конечно же, того, что дети ощутят и услышат истинную чистоту скрипки Страдивари. Если им когда-нибудь еще в жизни это предоставится, конечно, хорошо, но, возможно, это будет первое и последний такой звук, да, той эпохи. Поэтому мы просто счастливы, дети счастливы, родители безмерно благодарны, что имеют возможность отправить своего ребенка послушать настоящий чистый звук скрипки. Даниэль Лозакович входит в число одних из самых востребованных и титулованных молодых музыкантов мира. Билеты на его выступления зрители бронируют за несколько месяцев. Благодаря Кумтору бесплатно посетить первый концерт виртуоза в Бишкеке и оценить мастерство его игры смогли около 200 преподавателей и учеников музыкальных школ, включая талантливых ребят из школы-интерната имени Абдраева. Я пришла, наверное, больше всего получить мотивацию, потому что я в этом году окончила музыкальную школу, и скоро мне нужно поступать в училище. Вот. Хотела, и встретиться тоже с ним, послушать, как он играет. Отдельно стоит отметить программу концерта. Организаторы символично включили в нее произведения шведского композитора Вильгельма Стенхаммера и одного из основоположников кыргызской симфонической музыки Таштана Эрматова. 30 лет содружества с Кыргызстаном, Швецией, и в связи с этим мы решили, что как раз эта программа подойдет для того, чтобы открыть концерт. Ну и, конечно, такой концерт был бы немыслим без музыки Чайковского. Его концерт для скрипки с оркестром «Ре-мажор» зрители слушали, затаив дыхание и, кажется, даже боясь пошевелиться. Атмосфера супер, и музыка очень нравится. У меня дочь скрипачка, да, нам это не только просто нравится, нам это еще очень полезно. Да, доча? Мама Даниэля Лозаковича родом из Кыргызстана, поэтому, по признанию музыканта, выступление в Бишкеке для него имеет особое значение. Хочу поблагодарить за такой замечательный оркестр, музыканты, маэстро. Как будто я приехал домой. Вместо запланированных 2 отделений фактически концерт растянулся на 3. Музыкант 2 раза выходил на бис, и каждый раз зал аплодировал ему стоя. Отдельные слова благодарности со сцены прозвучали и в адрес компании «Кумтор», которая сегодня активно оказывает поддержку проектам в области культуры и искусства. Юлия Иценко, Инна Таргешева, ЛТР, Бишкек.